Программа новости с событиями четверга, 5 марта, в студии Зураб Центроев. И главное сегодня. Беседа об актуальном, интересном и перспективном. Глава Чечни принял активистов детско-юношеской организации «Юные кадыровцы». Программы, упрощающие жизнь. Отберем какое-то количество проектов, которые в течение семестра будут продолжать работу. В Грозном прошел конкурс по разработке электронных технологий. Двойной юбилей. Аймани Айдамирова и коллектив Нуржоухар принимают поздравления. Как избежать конца света? От самосознания человека зависит. Сотрудники Нурэнерго продолжают рейды по неплательщикам. Плодотворная встреча с юными, но уже довольно ответственными активистами. Рамзан Кадыров принял участников детско-юношеской организации имени Ахмата Хаджи Кадырова «Юные кадыровцы». Беседа носила дружеский характер. Глава Чечни интересовался работой активистов и выслушал их идеи и проекты. На встрече присутствовала Ясмина Гацаева. Вера, духовность и патриотизм – вот главные качества юных кадыровцев. Ребята, собравшиеся под именем первого президента, должны стать примером для ровесников. С этих слов началась беседа главы Чечни с ребятами. По словам Рамзана Кадырова, если быть нацеленными на успех, результат не заставит себя долго ждать. Только дела должны проявляться не на словах, а в действиях. Быть кадыровцем по-молодежному – это круче всего, да, потому что наш первый президент отдал жизнь ради Всевышнего и ради своего народа. Раз обладал вера, духовность, патриотизм, убеждение, это главные качества человека. Амал аджах. Я отсюда дона. Ценит я. So bilga бяка морхоня дона. Из дона. Шикуюч. Уран суннет. Дейлня. Угри хала дона. Шия им дойш вошняха. Муссу буса пачалш. Чеквел. Муссу бубос وعيلم شناهي حوينيا هرنيا بيتسن سر مسر دونه هو نيا عاد سوالي شات هرديل نيا بدونه غازوت نيا بدونه يشين شلوش نادين عدك قرآن سنة شين شادويش وش نادونه بوصل دين شاب خشوا قاش لبين دان آمين وش نها يوت أدونه مصمت الدجاول لق أجري حال شيء يرتي خاتم وين دوام بولشين شنو خير الشغل يرتو هر شيء نيس خير يرتي إشتون مخكي دون دجاوش بول نيا بود آخر نيس هذا ساشي كويوش أدم دونه نيس نو دقرح دين عبوسا وش وش دونه أحيق سو أوبشن دون سلم دون حالات دونه أوبشن подходишь дон хотел свой дон фундамент заложить базу дона вы по всем направлениям у нас самая благоприятная ситуация в России, сказать. Команда нашего первого президента, Кадырова Чолху, да, стала. Что вас определяет еще дон? Амадалю, да, стала. Сюда дона, цена ости, цена дакел наш, цена рахюкш беш, цена док уэлишек. Шайги махка дона, бусал дин, закон, порядок, админ дон, балагметик, ешметик, мусу ешек, я Кадыров согласен. Патриотическое движение «Юные кадыровцы» было образовано около 6 лет назад. Тогда это были только школьные отряды. Со временем ребята объединились под одним знаменем. Теперь это детско-юношеская организация имени Ахмата Хаджи Кадырова. Хорошие оценки, здоровый образ жизни, активное участие в республиканских и районных мероприятиях. Ребята объединились вокруг этих целей. Активно, да, лучше. Надо, сейчас лучше метаться, да, шесть это и дуплец, да, халхадол, да, хадош, лучше. Снег аж лукудон, инсон соцсетях без побогва, а докуаш дона, молодежь дон, а стимулирует те, что не снег да, дон, докук ахега, а из дон, начало их дон, это шень реслом, и эшдел до хихал до хихал уже дон, на перспективе дон, после школы, после получения высшего образования дон, параллельно дон, ахлюш уже дон, шейшей дон, видение что, если дон, кто-то думает, что не замечает дон, шадештик дон. Босом дешевик дон, вунак замечать вешу в республике Адона, да, дикна дешевик замечать туда стон. Да, щедро дешевик, обязательно он внимание.
В свою очередь, молодые люди рассказали главе республики о своих планах и о проектах, которые находятся на стадии реализации. Это и массовый урок с участием главы республики, и идея создания школьной мэрии, которая объединила бы все городские образовательные учреждения. В мае месяце мы проведем съезд всех юных кадыровцев нашей республики, где вы предоставите нам урок. Ну, примерно то же самое, что мы делаем здесь, только уже в большом масштабе. Все, я готов. Хотелось бы создать один такой проект, получается, школьная мэрия, чтобы объединить все эти отряды, всех детей в одну общую массу, в одну общую структуру, но при мэрии города Грозного. Если есть в школе ученик, он пьет таблетки, ваши действия, или наклонности у него есть к терроризму, или экстремизму, ваши действия. В первую очередь ему надо будет сначала словесно донести до него, объяснить, рассказать, показать, что... Но он не понял. Да, не понял. Тогда уже нужно привлекать, получается, его родителей, его родственников. Если вы не будете воспитывать своих ребят, если надо, хорошо сказать, если надо, поругать. У вас есть участковые службы в районе, участки, в первую очередь, поговорили, если не получается у вас, то обязательно надо родитель, участковый, имам, приглашать их и организовать такой диалог с ним. И чтобы потом не говорили, родители не знали, что он наш хороший. Еще юрта деги, еще участка деги, школьник, он сразу сам даст. Амал Аджи лозунг, нет наркомании, смерть, ваххабизм, терроризм. Ваххабизм, терроризм, уже не угрожает, так сказать, опасность, как наркомания. Рамзан Кадыров поделился своим опытом работы с молодежью. По его словам, эта задача не из легких, да и ждать благодарности не приходится. Однако это не должно останавливать тех, кто взял на себя ответственность быть первым. Вы должны помогать школьникам, информации, если помощник префекта, главы муниципального образования, он обязательно системой, и гальвель, и вылцевали. В первую очередь, вот центр обобабез и качество образования. Движ очередь, уже и проблемы. Что он может? Работать он не хочет, физически, труд ему не интересен, обязательно он должен где-то что-то найти себе легкую добычу. Больше ничего не умеет делать. Родители оставили без внимания. Да, значит, вы бери болт, вы قصعوا جدا. لا مش على صغر تودا. إيديكم دلوقتي. نابرك أدقتنا. قناة بيرنتو يشيك совершенно летний ходить. Так он начинает осознавать, что день даст нас в обои. Там дик условия школка. Так 27 школ и выдал, что он есть уже дошкольное образовательное учреждение, высшее образовательное учреждение, что он. Шайб условия есть, что не хватает. Да, ходит более, не только снимать ролики или призывы, делами реально. Если он где-то что-то не то делает, на какие. Но это личная смелость, воля и что-то. Если ты начал, стал на это, ты должен до конца идти. Я много проблем беру на себя, я могу промолчать и делать тихо, молча, но все-таки, чтобы все услышали, додумались до того, чтобы не пойти на это, приходится وأعلى رمضان قيشن على تاحب حنا بروليني وقع حيث النفر نحن مبوعد على عيرم نحبوش على ودا يوتيجا على ويا خليج أس ها والله تيس كجي يعني رمضان أعلى عيشن أخوته يسيا زيال جروز ответственность то я должен идти вперед. Хан хурду ханха. Если делда нет дармла сенделучки кипер قومنا مخكنا أيضا نقضي دوق أصلا زداش موخ يا أخواتي نعمل عشان تسع لأخنا نوش كان كلا تسع دوضيتناك إز دوضيتين تسع يلا هناك إز يلا هونان إستعدانا أخا بير دون نركب عن نوع شيء بير دون تاع بريستوبلينينا أش وجيج هونان خليه دون أش نابرت إن بيشتي وضوط طبعا تسع كانت هو دوق أصلا
Зачастую так называемыми легкими наркотиками увлекаются еще со школьной скамьи. Дефицит родительского внимания должны восполнить в школах. А помочь в этом могут и юные кадыровцы, ведь от поколения, выросшего на таблетках, можно ждать только преступных действий. голливудский дон, фильм снимать еще дон, цвет, рассвет, закат, моссум, халот, ахваты, вейнти дон, отцо, бабуш, эйдал, дуэ дон, телевидение оборудование, это я отцо дон, кино я хватит. Абу Бакр Багдадин дон, $500 миллионов, Карина, американский дон, самый супер современный дон, спецоружие, так, тяжелый дон, техника, пол дуня имел до Карина сюда сам. Да, он полностью за раз он дон, сделал перевод дон, несколько государств. Как это так? Иншин цахуш, дик бабис луш, ночью гома. Дишадуш, так, омс балабуш, так, он канидон, ирси храла, что хиллер уже результаты. Не говоря о 3000 дон хейдерсон. Вот 16-15 человек дон, единомышленников, это уже большой результат. Рамзан Кадыров призвал ребят активизировать работу, акцентируя внимание на конкурсах интеллектуального и духовного содержания. Он обещал лично присутствие на каждом из них. Завершилась встреча вручением наград юным кадыровцам. Почетные грамоты и денежные премии от главы республики получили все 15 человек. А руководитель организации Аян Жумашев был награжден медалью за заслуги перед Чеченской республикой. За заслуги перед Чеченской республикой награждается Жумашев Аян Кемелулы, советник главы Чеченской республики. Исмина Гацава, Халид Мусаев, Ибрагим Налаев при поддержке пресс-службы главы республики. Новости. Рамзан Кадыров теперь ВКонтакте. О своем решении завести аккаунт в самой популярной соцсети Рунета глава региона сообщил в приложении Instagram. Он отметил, что новой страничке будет уделять серьезное внимание. Также, по словам главы республики, это соответствует и намерению поддерживать российские сети и вообще отечественного производителя. Кадыров также заявил, что отныне он и его друг, российский рэпер Тимати, будут пользоваться только йотафоном. Уже в первые минуты после того, как Рамзан Кадыров поделился этой новостью, количество его подписчиков ВКонтакте достигло 3000 человек. Эта цифра увеличивается с рекордной скоростью. К этой минуте на главу республики подписано свыше 40 тысяч пользователей. Напомню, платформа этой сети разработана российскими программистами. Все сервера, на которых располагаются данные, находятся на территории России. Всего в данной сети зарегистрировано более 250 миллионов страниц. Для сравнения, в Instagram, по последним данным, около 200 миллионов. ВКонтакте есть граждане России, Белоруссии, Казахстана, Украины и многих других стран. Это одна из самых динамично развивающихся соцсетей в мире. Суточная аудитория этой площадки превышает 70 миллионов человек. Рамзан Кадыров и до этого оставался одним из самых открытых политиков в России, а после регистрации ВКонтакте значительно расширит масштабы своего общения. Руководство этой сети также прокомментировало эту новость. Я рад приветствовать Рамзана Ахматовича Кадырова как пользователя социальной сети ВКонтакте. ВКонтакте является самой популярной социальной сетью в России. Уверен, что ВКонтакте продолжит предоставлять самый оптимальный и удобный коммуникационный сервис для жителей Чеченской Республики. Сегодня же глава Чечни ответил на вопросы журналистов федерального телеканала Life News. В основном речь шла о роли социальных сетей в жизни современной молодежи. Рамзан Кадыров считает, что все технические новшества должны использоваться только во благо. В противном случае молодые люди должны быть ограждены от их негативного влияния. Подробности интервью в материале Луизы Батыжевой. Социальные сети и мессенджеры Рамзан Кадырова называют виртуальными механизмами экстремистов для вербовки молодежи в ряды банд подполья. Через такие интернет-приложения, как WhatsApp, обмануть молодых людей легко, говорит он, поскольку для многих это единственный источник информации. Мы задержали около 20 молодых парней от 16 до 18 лет, которые уже вот-вот они должны были выехать в Сирию, по их рассказам. Целую создали группу, сидит главный в Сирии, на границе с Турцией. И он оттуда отправляет всякие видеозаписи, всякие проповеди. И они сидят там и днем, и ночью вербуют. И молодежь действительно вот думает, что они на пути Всевышнего, и мы над этим работаем. Поэтому вот я говорю, вот сегодняшнее зло, это в первую очередь это WhatsApp.
Ну, все говорят, что в Египте тоже через соцсети делали переворот. И Ливии то же самое, и других там государств исламских делали переворот через соцсетях. Молодые люди сейчас не смотрят телевизор и не хотят читать газеты. Большую часть времени они проводят в социальных сетях, рассказывает Рамзан Кадыров. Кроме того, по словам чеченского лидера, сплетни и слухи, которые разлагают современное общество, распространяются через соцсети. Все, что негативное, вот что происходит, там, знаешь, всякие сплетни, вот, неправильная информация, всякие там слухи, которые там разлагает общество. Это через WhatsApp происходит. Мы же знаем сейчас современная техника, можно все угодно делать. Худшее, что есть, вербует молодежь. Люди не так смотрят YouTube и другие десятые, там именно в WhatsApp они делают свое дело, там, именно в таких соцсетях. Там. И поэтому я сегодня, так скажем, сделал такой призыв мужчинам. Я против всего того, чтобы наша молодежь сидела в WhatsApp и участвовал в всяких, там, знаешь, небылицах. И мои дети не сидят в соцсетях, моя жена не сидит в соцсетях, и мои сестры нету, их тоже нет там в соцсетях, там, они тоже не сидят, не выкладывают ничего. Это большое зло. Вместе с тем, социальные сети не гарантируют неприкосновенность частной жизни человека и могут спровоцировать конфликт даже между близкими родственниками. Рамзан Кадыров призвал жителей республики в первую очередь оградить от социальных сетей и различных мессенджеров несовершеннолетних детей. Этим злом мы должны бороться. Надо использовать бесплатный институт у всех народов. Это обычаи, традиции, религии, культура. Вы знаете, мы должны использовать все это, возобновить все это. Мы не должны равняться культуре Европы, потому что у них нет культуры. Запада, потому что у них нет культуры. По всем направлениям у нас получилось. Про похищение так скажем, девушек, как везде об этом говорили, про то, что в свадьбе стреляли. Ну, все негативные явления, которые влияли плохо на, так скажем, на наши там обычаи, традиции, искоренили и избавляемся. Поэтому я думаю, что и с этим у нас получится. Это WhatsApp, это уже не хуже, чем террорист, хуже, чем наркоман, хуже всего, что есть. Поэтому мы будем аккуратно, чтобы они использовали хотя бы правильно, для работы, для дела. Мы за здоровый образ жизни, мы за духовную нравственность, за правильное воспитание, за патриотизм. Поэтому нам все, что там есть придумано, мы должны все это правильно использовать. Даже муфтият наш, они начали делать против WhatsApp группы против этих террористов. И это, знаешь, хорошо получается. Днем раньше Рамзан Кадыров, общаясь с молодыми людьми в мечети сердца Чечни, сказал, что молодежь не должна жить на показ. Семейные проблемы не нужно делать достоянием общественности. В конце своего общения с журналистами Life News Рамзан Кадыров отметил, что не призывает отказываться от соцсетей полностью, но будет всеми усилиями стараться сделать так, чтобы чеченская молодежь использовала интернет-приложения с умом. Луиза Батыжева при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Новости. Новые композиции, необычные постановки и красочные костюмы в национальном стиле. В Грозном отметили сразу два юбилея. 15-летие творческого коллектива «Нур-Жовхар» и 35-летие деятельности ее руководителя, заслуженной артистки России Аймани Айдамировой. С поздравлениями в театральный концертный зал прибыл и глава Чечни Рамзан Кадыров. Слово нашему корреспонденту. Звуки музыки со сцены стали доноситься задолго до начала концерта. У оркестра и танцоров проходят последние репетиции. Но самые главные приготовления в гримерке. Здесь артистки готовят сценические костюмы. К этому здесь подходят со всей ответственностью. Каждая девочка старается развесить свой костюм в нужном, чтобы им было быстренько, удобно переодеться, выйти на сцену и выступить. Вот они каждая себе по 3 комплекта, их повесили. К юбилейному концерту Аймани Айдамировой коллектив начал готовиться за несколько месяцев. Бесконечной репетиции, работа над образами, каждым движением. Все это вместила в себя 2-часовая программа ансамбля «Нур-Жовхар». Я люблю, чтобы песни показывали не только вот артист вышел, показал свой голос, отпел и ушел. А мне нужно, чтобы в этой песне зритель
окунулся в тот мир, который мы ему хотим показать. И артист должен уметь это показать. Концертную программу открывает небольшой видеоролик о творчестве Аймани Айдамировой и ее детище ансамбле «Нуржоухар», после чего виновница торжества исполнила песню, посвященную родине. Впрочем, все ее творчество основано на патриотических произведениях, и в каждое произведение она вкладывает душу, исполняя их на высоком профессиональном уровне. Поздравить Аймани Айдамирову сразу с несколькими важными датами в ее жизни прибыл и глава республики. Рамзан Кадыров высоко оценил вклад юбиляра в развитие культуры Чеченской республики. Is nog zoiets waar nog schijnen, joh, daar en weet geluid zo'n deel dan, toch? Maar je had er geen hier deel dan, abdeknen. Zo'n dan, maar is je preachokkaar zie, dat collectieve preachokkaar zie. Zijn het ja dan, zoals er ietsje dan, dat kan zien dan, als de deel je let dan, dat ja je werkt die wel, dat dan moest je watch om naar alles wel dan. Dat had dan de koeien is of het halaren bod dan, dat ga je ook schiet, dat zo'n dat toen gezegd heeft, dat ik wist dat je dan. دان خز دانه ایش لک دان عمادش دک مصر دانی تو که نرجوهر دان فیلرمان بلداشت منیستری کلتور بلداشت آدانه حین خوب تن دک داخویش دان دک اوگدی حلق نخچله غلق دان بوی کدو دان خیتادش احیگر دانه استون دک دانه صورت دزلادو دال کدا ایش احیگر عیاش مگشش ایمان چایش یه خدال دویای دان. За вклад в развитие культуры и искусства Чеченской Республики и в связи с 15-летием образования ансамбля народной песни «Нуржоухар» награждается благодарственным письмом главы Чеченской Республики Айдамирова Аймани Шамсудиновна, художественный руководитель ансамбля «Нуржоухар», а также вручаются ключи от автомобиля Toyota Camry из общественного благотворительного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова. Говорить о возрасте женщины не принято, но вот уже больше 30 лет Аймани Айдамирова радует любителей хорошей музыки яркими композициями, ставшими символом национальной эстрады. Поздравления прозвучали в адрес молодого состава ансамбля «Нуржоухар». Звание «Заслуженный артист Чеченской Республики» было присвоено нескольким солистам, а все участники были отмечены денежными премиями в размере 100 тысяч рублей. На сцене прозвучали давно полюбившиеся в Чечне песни. Поздравить Аймани Айдамирову пришли первые солистки ансамбля «Нуржоухар». Спустя 25 лет они снова исполнили одну из своих песен на одной сцене. Зура Саламова, Муслим Типаев, Дани Хаухаров. Новости. Республика готовится отметить 70-летие победы в Великой Отечественной войне. План мероприятий, посвященных этой дате, обсудили на заседании рабочей группы, в которую входят руководители министерств, ведомств и региональных телекомпаний. Главным событием республиканского масштаба 9 мая, безусловно, станет торжественный парад в Грозном. Также во всех районах Чечни пройдут концерты. Здесь же вице-премьер Абдулла Магомадов поручил во всех вузах, СУЗах и школах провести открытые уроки, посвященные Великой Победе. В столичной мэрии состоялся прием граждан. Горожан интересовали вопросы, связанные с регистрацией прав собственности частных домовладений, приватизацией и закреплением квартир, а также выделением земельных участков. Ислам Кадыров рассказал о порядке предоставления жилья. Он отметил, что вне очереди дома и квартиры приобретаются только остро нуждающимся семьям за счет средств регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова. Депутаты республиканского парламента по поручению спикера встретились с чеченскими студентами, проходящими обучение в Пятигорске. Речь шла о моральном облике отдельных представителей нашей молодежи, а также сохранении межнационального мира и согласия на Северном Кавказе. Собравшиеся отметили, что ребята из нашей республики проявляют себя с позитивной стороны и имеют хорошую успеваемость. Чеченская молодежь наравне со всеми принимает активное участие в жизни института. Депутаты отметили, что с наших студентов будет особый спрос, так как по их поведению будут судить о всей нации. В ходе встречи также поднимались вопросы противодействия терроризму и экстремизму. Депутаты призвали остерегаться идеологии экстремистов, которые, прикрываясь религией, вводят в заблуждение молодых людей. Никакого отношения к исламу они не имеют. Это великая фитна, которая сегодня распространяется для того, чтобы раздробить весь исламский мир. Поэтому сердцем исламского мира, родиной исламского мира и защитником исламского мира сегодня является Россия. И в свое время Владимир Ильич Путин сказал, что Россия и российский народ являются главным союзником исламского мира. Очень многие сегодня этого не осознают и не понимают.
Вопросы противодействия вовлечению несовершеннолетних лиц в ряды НВФ обсудили в Министерстве образования и науки. В работе круглого стола приняли участие представители различных ведомств, а также молодежных организаций «Ахмат» и «Иман». Докладчики предлагали различные пути решения озвученной здесь проблемы. Они отметили, что помимо представителей духовенства к этой работе необходимо подключить и психологов. Также здесь предложили создать в каждом регионе телефоны доверия. Надо было и вот на уровне школ, наверное, сделать фотовыставки, показывать вот нашим детям, нашей молодежи, вот, что возможно в изменении нашей жизни, к чему приведет, скажем, если мы будем следовать, скажем, нашим, скажем, друзьям в кавычках, которые советуют сегодня молодежи увлекаться тем или другим направлением нетрадиционного ислама. Новые IT-технологии от чеченских студентов. В ГГНТУ прошел конкурс по разработке инновационных программ. Ребята представили проекты, позволяющие упростить учебу учащихся вузов и школ. Среди разработок есть и новинка для сферы обслуживания. Технологию будем использовать Java Eclipse. Архитектура у нас идет такова. От теории к практике студенты пробуют себя в роли разработчиков инновационных проектов. Разделившись на команды, учащиеся нефтяного университета подготовили по 2 работы. Их оценивает жюри, в составе которого представители известных мировых разработчиков программного обеспечения. Отберем какое-то количество проектов, которые в течение семестра будут продолжать работу. После этого мы уезжаем со своим заданием найти кураторов для этих проектов, исходя из тематик. А ребятам останется задание разобраться с некоторой теорией, которую мы подготовили для них. Победители получают возможность стажировки 2-недельной у нас в компании. Те, кто проявит себя не самым звездным образом, получат ценные подарки. К домашнему заданию ребята подошли с большим интересом. Командный дух чувствуется в каждой презентации. Кто-то предлагает создать IT-календарь, другие приложения по автоматическому удалению ненужных игр. Один из главных фаворитов сегодняшнего конкурса – команда «Хай-Тек». Студенты предложили ресторанный проект высоких технологий. Предлагаем все автоматизировать. И для того, чтобы человек просто зашел в помещение, сел за стол, и для того, чтобы заказать еду, ему нужно было просто взять планшет, который находится на столе. Там есть интерактивное меню, с помощью которого он выбирает еду, которую хочет, нажимать на «Заказать», и данные отправляются на сервер рабочего персонала. Они его получают, принимают, и после того, как еда бывает готова, поднос ставится на такой вот квадрокоптер или же беспилотник, и далее данный дрон поднимается на определенную высоту. То есть мы сейчас работаем над программированием платы, и для того, чтобы он потом сможет подниматься на определенную заданную высоту, подойдет к необходимому столу, опустится, и там клиент возьмет уже поднос. Команда Магомеда Дашаева предложила программу для школьников – игровой симулятор, с помощью которого преподаватели информатики смогут легко и просто донести до детей любую информацию. Так как мы за одну ночь успели сделать практически все 3D-модели данного проекта, примерно за месяц можно было бы полностью создать демо-версию данной программы и пустить его в пользование для, например, нескольких школ и посмотреть на результаты, как дети справляются с данным игровым симулятором, и дальше уже делать выводы об успешности данной программы. Конкурс проходит в течение дня. Ровно столько же времени уходит у ребят на подготовку самих проектов. Мы для себя, как жюри, выделили несколько проектов, которые ребята подошли очень ответственно, подготовили презентацию очень красиво. И было несколько проектов, которые, мы думаем, будут иметь успех. Самый интересный проект – это был проект с High-Tech Cafe. Такого рода конкурс в республике проводится впервые. Организаторами выступают Минмолодежи совместно с нефтяным университетом и ведущими компаниями программного обеспечения АБИ и Компас. Уже в мае станет известно, какой из проектов все же будет реализован в республике. Динара Мурадова, Муслим Типаев, Муса Астамиров, Абубакар Абазов. Новости. Платежная дисциплина улучшилась, но сумма долга по-прежнему высока. Цифры по задолженности неплательщиков озвучили в ходе пресс-конференции в Нурэнерго. В случае, если потребители будут уклоняться от уплаты, поставщики услуг готовы пойти на крайние меры – опись и арест имущества. Слово Алевтине Банадыковой. Цаева Мадина Шамсудинова, 77-го года рождения. Она кем проводится? Возмущению нет предела, как предела нет порой хамству, нежеланию следовать букве закона ресурса снабжающим организациям. Кто-то должен и 100, и 200 тысяч рублей. Долги накопились за многие-многие годы. И сегодня власти от слов перешли к делу. Например, службе судебных приставов только с начала этого года удалось взыскать 15 миллионов рублей с граждан. На исполнении у них находится более 7 тысяч документов о взыскании коммунальных долгов. И арест имущества в такой ситуации – вынужденная мера.
от самосознания человека зависит. Если он понимает, что ему перед государством придется погасить задолженность, то он идет навстречу. Есть такие люди, которые до сих пор не понимают, что такое служба судебных приставов, в связи с чем бывают проблемы, приходится им объяснять. Динамика по сбору платежей есть, говорят сегодня представители Нурэнерго. По сравнению с 2013 годом, в 2014 в аналогичный период она составила аж 20%. Об этом сегодня руководители организации рассказали журналистам на пресс-конференции и отметили, права, как и обязанности, есть не только у физических лиц, но и у ресурсоснабжающих организаций. Например, сегодня в республике 268 тысяч физических потребителей электроэнергии, причем ее потери у каждого составляют 500, а где-то и 600 киловольт. Пользуясь случаем, хочу ко всем потребителям обратиться, что они не должны ждать ежемесячного прихода контролера или там проверяющего рейдового мероприятия. Он ежемесячно должен сам приходить в кассу, выписывать свои показания счетчика и оплачивать за ту или иную услугу, которую ему предоставила ресурсоснабжающая организация. Необходимую электроэнергию люди иногда просто воруют, и это тоже как неуплата нарушения закона. Соответствующие органы могут привлечь граждан даже к уголовной ответственности, и это только вопрос времени. Выявлено более 1000 фактов самовольных подключений. Инициировано привлечение более 800 человек к административной ответственности по статье 7.19 Кодекса об административных правонарушениях. Это самовольное подключение и использование газа, электрической и тепловой энергии. От оплаты коммунальных услуг зависит их качество, предупреждают в Нурэнерго. Своевременное погашение задолженности позволит предотвратить ряд неприятностей, в том числе и вынужденное отключение. Алевтина Банадыкова, Халид Мавсаев, Изелим Закаев. Новости. И на этом все. Спасибо, что были с нами. Адык Велшин.